Всем привет, с вами Александр Хертек, это дайджест новостей Ова News. Здесь я рассказываю о наиболее интересных и значимых новостях прошедшей недели. Талибан, организация, запрещенная в Российской Федерации, объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. Об этом сообщил в эфире телеканал Аль-Арабия. По информации телеканала, боевые действия в столице страны не ведутся. Движение установило контроль над всем Афганистаном. Город окружен. По данным СМИ, боевики вошли на территорию столичного аэропорта. Талибы обещают, что все иностранцы смогут беспрепятственно покинуть страну. Те, кто решит остаться, должны будут зарегистрироваться у представителей движения. Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента США и НАТО. Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане. Это суверенное государство, заявил РИА Новости первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Greenpeace. В этом сезоне в России сгорело уже более 16 миллионов гектаров леса. Это больше территории Греции, Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Якутии. Там выгорают целые деревни. Дым от пожаров накрыл Иркутскую область, Красноярский край, регионы Урала и сейчас уходит в Арктику. Масштабные лесные пожары, как и в предыдущие годы, стали следствием не только намеренных поджогов черных лесорубов, но также нежелания властей тушить разгорание из-за экономической нецелесообразности. А вот первая женщина-мэр Якутска Сардана Авксентьева прокомментировала работу МЧС по тушению лесных пожаров в Якутии. Сгорела часть жилых домов в одном селе. Хозяйственные постройки, горит сено, заготовленное на зиму, пишет Сардана. Мне кажется, власти уже ждут спасительных августовских дождей, которые постепенно все и потушат. А потом начнутся десанты спасателей, высокие чины начнут раздавать матпомощь. Важно руководить восстановлением, может, даже показательно уволят кого-то. И конец августа, начало сентября закидают пострадавших пакетами с едой, какими-то выплатами и обещаниями встречи Нового года в новом жилье. Начнутся хвалебные оды и парадные реляции. Сардана утверждает, что то, что происходит сейчас в Якутии, урок всем остальным российским регионам. Не ждите помощи от центра, надейтесь только на себя. А пока продолжайте исправно собирать налоги для федерального центра, нагибайте дальше своих предпринимателей, отдавайте все оставшиеся лакомые кусочки залетным инвесторам. Ситуация с Якутией – наглядный пример отношения центра к регионам, свидетельство того, что сложившаяся модель управления государством неэффективна. Мы тоже помним, как федеральные власти бросились помогать тушить пожары в Турции, будто бы напрочь забыв о Якутии. С февраля 2022 года госслужащие будут общаться только в российских мессенджерах и сервисах видеоконференц-связи. Сроки указаны в планах мероприятий госпрограммы: создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Инициатива, хоть и кажется странной, но все же выполнима, считают эксперты. Реформа заденет не только чиновников. Общение с учениками, студентами и учителями тоже будет проходить через российские сервисы. Миноборнауки и Минпросвещения выпустят рекомендации преподавателей к февралю 2020 года. Напомню, еще в апреле этого года Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям отказаться от Zoom и пользоваться российскими аналогами. Пользователи гадают, какими же сервисами заставят пользоваться бюджетников. Востребованных аналогов Zoom и других программ в России пока нет. Депутат из мэрии Эл на встрече с ветеранами труда заявил, что они должны кланяться перед властью. По его мнению, власть, она от Бога, и ссориться с ней нельзя. А при встрече с начальником нужно отвесить ему поклон. После встречи ветераны спросили мужчину, что же хорошего он лично сделал на депутатском посту. Чиновник на вопрос ответить не смог. Осталось вернуть старое доброе крепостное право.
Аналитики сервиса Яндекс.Карты вместе с лингвистами изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые распространенные и длинные из них, а также выделили несколько необычных топонимов, которые встречаются на карте один раз. В частности, Накипелово, Суета и Чуваки, сообщает пресс-служба сервиса. Больше всего в России, как показывают данные исследования, населенных пунктов под названием Александровка 333, Ивановка 280 и Михайловка 272. Чуваки, приезжайте к нам в Чуваки. Мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в рейтинге детского контента Pearl Analytics, сообщила пресс-служба компании Animacord. Отмечается, что в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам». В компании рассказали, что рейтинг основан на мониторинге более чем 10 тысяч шоу, представленных аналитической платформой, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 2 месяцев. Анимационный сериал «Маша и Медведь» транслируют с января 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. Что сказать, создатели «Маши и Медведя»? Пацаны вообще, ребята. Сколько вы еще знаете продуктов из России, которые знают во всем мире? Напишите в комментариях хотя бы что-нибудь. К новостям Тувы. Владислав Хвалык провел прямой разговор с жителями Тувы. Впервые в Туве руководитель региона вышел на такой формат общения. За 10 дней с 5 августа всего поступило 1208 обращений со всей республики. Примечательно, что в ходе разговора были затронуты такие сложно решаемые вопросы, как строительство дороги до Мангун-Тайги и Терехоля. Поднимались острые вопросы, касающиеся строительства жилья, соцзащиты и ЖКХ. Было озвучено серьезное заявление о переговорах по снижению стоимости угля. Также в ходе прямого разговора Владислав Хвалык ответил на насущные вопросы жителей по строительству, реконструкции дорог и мостов, очередей в детские сады, качественного строительства домов для детей-сирот, легализации земельных участков на территории Кызыла. Важно отметить, что каждый житель, который направил вопрос на прямой разговор, получит ответ. Владислав Хвалык поручил правительству республики подготовить ответы на все вопросы и доложиться ему по итогам работы. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными УНК МВД по Туве установлен 28-летний житель села Сарыксеп, хранивший в своей автомашине запрещенное вещество. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли под задним сиденьем сверток с подозрительным веществом. Согласно результату исследования, вещество является синтетическим наркотическим средством мефедрон. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина приобрел наркотическое вещество через закладку для личного употребления. Если закладки с синтетическими наркотиками появились в Туве, то назад дороги уже нет. По статистике, средний возраст употребляющих мефедрон – 15 лет. Стоит, наверное, учесть, что Кызыл является не самым веселым городом на земле, и молодым людям здесь может быть сложно найти себе интересное занятие. Поэтому риск попадания в мефедроновую ловушку очень высок. Если не знаешь, что такое мефедрон, я тебе сейчас коротко расскажу. Мефедрон – это синтетический наркотик, относится он к классу замещенных катинонов и амфетаминов. Обладает психостимулирующими свойствами, поэтому воздействует на организм и головной мозг через центральную нервную систему, попутно разрушая все. Побочных эффектов у мефедрона огромное количество. Среди них бред преследования, паранойя, панические атаки, бессонница, тахикардия, необратимое снижение умственных способностей и, конечно, лютая депрессия. При употреблении вещество повышает дофамин на 500%, а серотонин почти на 1000%. Все это происходит за 20-40 минут, а через 2 часа возвращается к исходным значениям. И ты будешь чувствовать себя как говно, потому что потраченные гормоны нужно восстанавливать, а восстанавливаться они будут очень медленно.
Поэтому высока вероятность, что ты захочешь повторить прием наркотика, а потом еще и еще. И едва ли ты сможешь выйти из этого круга без посторонней помощи. Зависимость от мефа – одна из самых сильных. Некоторые сравнивают ее с героиновой. Многие отмечают суицидальные мысли и внутреннюю пустоту как самую главную темную сторону мефедрона. Здесь все логично. Как я уже говорил выше, мефедрон истощает запасы серотонина и дофамина. Ты как будто берешь в кредит сразу много счастья, тратишь его за один день, а потом долго и мучительно расплачиваешься перед своим организмом. С мефедроном ты более вероятно совершишь самоубийство. Чем больше ты принимаешь эту дрянь, тем больше шанс наложить на себя руки. Что интересно, другие запрещенные вещества типа псилоцибиновых грибов на выборке почти в 200 тысяч человек, наоборот, снижают риск суицида. Сейчас про них опасно говорить объективно, иначе Роскомнадзору придется забанить всю международную медицину за пропаганду наркотических веществ. Хотя подобная информация редко, но пробивается даже в российские медицинские новости. Кстати, по статистике, первой причиной гомосексуального опыта среди парней часто является мефедрон. Подумай, нужно ли тебе это? А на этом все. Дайджест новостей Ова News. Пишите комментарии.